Желание познать неизведанное толкает нас на шаг, за которым порой начинается совсем другая жизнь. Зачастую грань между просто подумать и взять и сделать очень тонкая. Пока одни думают, другие берут и делают. Здравствуйте, в эфире «Навигатор». И вот уже на протяжении месяца мы берем и делаем, а вернее сказать, показываем край, в котором мы с вами живем, через призму объектива видеокамеры активного экотуризма с оттенком экстрима. Да, друзья, ровно месяц, как мы в эфире. Дата, конечно, не круглая, да и особо гордиться нечем. Пока. Но подвести первые итоги нашей, я считаю, плодотворной работы, думаю, пора. Сегодня в программе. Навигатор подводит итоги работы за месяц. Где были, что показали, в чем преуспели. В прошлом месяце мы посетили Халтам Трофи 2015. Фестиваль снегоходной техники «Золотая лихорадка» в Алдане. Провели трак-рейсинг и снегоходный слалом на горнолыжной базе «Горизонт». И поставили рекорд Дальнего Востока по пересечению водоема на снегоходе. А теперь, уважаемый зритель, попробуем все это скомпоновать в отведенное для нас время. И ближайшие полчаса обо всем и по порядку. Халтам Трофи 2015. Как это было? 12 июня около полудня в районе авторынка, пересечений улиц Ленина и Мира, был дан старт первого этапа. Покорять бездорожье отправились 9 экипажей на автомобилях класса 4х4, 5 квадроциклистов и 4 мотоспортсмена в классе эндуро. На предстартовом брифинге всем участникам были выданы GPS-координаты точек, которые предстояло отыскать и на максимально близкое расстояние подъехать и зафиксировать на фото. Точки – это так называемые таблички с номером. Экипажам, участникам трофи-рейда необходимо на максимальное расстояние вытянутой руки добраться до этой точки, зафиксировать на фото, тем самым доказав, что данная точка взята. Стоит отметить, что было и контрольное время, в которое следовало уложиться. В этот раз организаторы выделили коридор в 7 часов. Именно в эти 7 часов нужно было собрать наибольшее количество точек, зафиксировать их на фото и финишировать, не превышая временной лимит, дабы получить зачет. В этот день обозначились 2 фаворита. Экипаж под номером 102 Ермолаев Александр и штурман Галкина Алена, по совместительству еще и супруга. Кстати, именно этот экипаж – обладатель переходящего кубка, абсолютные чемпионы предыдущего года Халтам Трофи 2014. И экипаж под номером 203 – гости из города Алдан, уже неоднократно принимавшие участие в подобных мероприятиях и в Якутске, и на Дальнем Востоке. Одним словом, матерые профессионалы, вооруженные передовыми GPS-навигаторами и 33-ми тапками. На пятки фаворитам наступали еще 2 экипажа. Экипаж под номером 105, пилотируемый Каримовым Рустамом, и экипаж под номером 101, пилотируемый единственной девушкой, не побоявшейся бросить вызов бездорожью, Стасенко Анжеликой. Первый день отпуска отмечаю. Подала заявку на участие в Халтам Трофи 2015. Ребята, если вы не будете участвовать, вы будете полными лошпедами, потому что я вообще ничего не боюсь. I'm the zombie.
отличное, очень здорово, классно, интересно. Я буду еще и еще совершенствоваться и участвовать в таких гонках. И скоро открывается снегоходный сезон, и я там тоже дам газу. В этот день участникам трофи-рейда предстояло преодолеть кольцевую трассу с грязевыми участками за минимально короткое время, что поначалу оказалось непросто даже чемпионам. Опять же, выражаясь гоночным сленгом, необходимо было вкатиться. Вслед за джипами на старт вышли представители класса «Эндуро» – мотоциклисты, среди которых были замечены участники снегоходной команды 501, о которой более подробно мы поговорим в следующих выпусках тележурнала «Навигатор». Под самый занавес соревнований показать себя во всей красе и продемонстрировать умение управлять своим железным конем вышли представители класса АТВ – квадроциклисты. После чего торжественное награждение, вручение кубков и призов от спонсоров. Стоит отметить, что без подарков никто не остался. А вот переходящий кубок абсолютного покорителя Халтам Трофи 2015 перекочевал в город Алдан. До следующего года, ведь ровно через год все вновь повторится. И кто знает, у кого окажется Кубок Чемпиона 2016. А прямо сейчас перенесемся в золотую столицу Якутии, город Алдан, на фестиваль снегоходного спорта «Золотая лихорадка». «19 марта сего года из города Нирингри в Алдан делегировала группа из снегоходной команды 501 Garage, члена Нирингринского экстремального клуба «Амикан». Кто маломальски знаком со снегоходной тематикой в Якутии, знают качество и количество алданского снега. Вот и мы не стали исключением. Предварительно распахав практически весь пухляк в Нирингринском районе, решили на себе опробовать поговорку, что лучше один раз увидеть, а в нашем случае опробовать, чем 7 раз услышать. И недолго думая, предварительно списавшись с представителями алданского клуба «Мотоэкстрим», отправились в путь. По обоюдному, единогласному решению было условлено провести Южно-Якутский фестиваль любителей рекреационной техники, в рамках которого 21 марта в экспедиционном формате отправиться коллективно на штурм легендарной горы Батько, а 22 марта практически в черте города Алдан, близ Ромашкового поля на трассе мотокросса, провести командное и личное первенство по трак-спринту, но обо всем по порядку. Золотая столица Якутии, город Алдан. Мы приехали. Ну что, двигаемся. Сейчас пойдем расселяться. Нас должны тут встречать. Местный клуб «Мотоэкстрим». Так что мы на месте. Впереди самое интересное только начинается. Прибыв в Алдан, было решено начать с подготовки трассы для трак-спринта, ведь именно эта дисциплина была ориентирована специально для зрителей, а следовательно, требовала индивидуального подхода. Хоть это и была уже готовая трасса мотокросса, но для снегоходов есть свои нюансы. А в частности, мототрек был практически укатан,
А местами снег настолько слежался, что превратился в твердый наст, что не есть хорошо для снегоходов. И тогда, вооружившись компактной снегоуборочной машиной, мы попытались сделать какие-никакие приемники с выхода трамплинов и тем самым размяться физически перед штурмом Батько. Итак, после непродолжительного брифинга, стройной колонной, соблюдая дистанцию, мы отправились к месту десантирования, что находилось в 25 километрах от Алдана, в южном направлении, где мы должны будем разгрузиться и, наконец, расчехлить свои снегоходы, оставив машины с прицепами, дальше двинуться уже на них. Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Прямо скажем, что погода нам строила козни, но это нисколько не смутило участников экспедиции, а наоборот, придало еще большего колорита. Снегу, как и обещали нам алданцы, и впрямь было по грудь, так что наш друг из Якутска Владимир даже опешил, заверив, что в столице такого не видел, и немного увлекся. Спалил ремень на своем снегоходе и тем самым на себе испытал все прелести настоящей взаимовыручки в экстремальных ситуациях. Что, подожди, не спеши. Подожди, не спеши, сейчас. Ну, Володя, теперь у тебя новый день. Любишь кататься? Люби покопаться. Вот и я зарылся. Let me tell you the story of that guy. First you loved. Всем очень понравилось, снега очень много, накопались, наврезались, напереворачивались, все шикарно. Мы очень рады всех копать. Сегодня очень много копали, устали. You found behind. Чем ближе мы подбирались к вершине Батько, тем сильнее задувал ветер и шел снег, пока вообще не скрыл в белоснежной пелене вершину и пути к ней. И вот настало утро 22 марта. Участники разгружали и готовили своих коней к предстоящему спринту. Вереницей машин у обочин собирались зрители в предвкушении. Да и еще бы, ведь подобного рода соревнования проводились впервые в регионе, так что неподдельный интерес овладел и представителями прессы. Сборная Нерюнгри отдыхает, готовится. Как настроение? Отлично. Готовы. Вкатились. Всех победили. Как зовут? Колян. Понравилось? Офигенно. Влад, все, у тебя как настрой? Все отлично.
Первыми на старт вышли представители так называемых утилитарных и туристических снегоходов, имеющие дополнительное место для пассажира и широкий трак. Тут стоит немного рассказать зрителю о правилах данного состязания. Гонка проходила по подготовленному кольцу. На старт выходило одновременно 2 участника в расстоянии полкруга друг от друга. Задача – пройти полный круг за максимально короткое время и оказаться на финише своей стартовой точки первее, чем соперник пересечет свою стартовую линию. Стоит отметить, что заезды проходили по олимпийской системе старт-матч, то есть каждый в этот день должен был проехать с каждым в своей категории. Отсюда и простая схема подсчета результатов. Пришел первым – 10 баллов, второй – 5. Ближе к обеду на старт вышли спортивные рысаки, представители категории горных снегоходов, чьей особенностью является неоспоримая мощь мотора. И хоть и узкая гуска по сравнению с утилитами, но гораздо длиннее, что при штурме горных вершин вкупе с мощностью дает явное преимущество. Именно в этой категории и ожидалась серьезная борьба за пьедестал, ведь интрига сохранялась до самого крайнего заезда. Основная борьба развернулась между представителями 2 клубов. Это клуб «Мотоэкстрим» город Алдан и спортивный автомотоклуб экстремалов-любителей «Амикан» город Нерюнгри. И в конце концов чемпионский титул решал один заезд, так как к финальному старту друг с другом подошли с одинаковым количеством баллов, а точнее не проиграв до этого ни одного заезда, 2 самых сильных участника в категории горных спортивных снегоходов. Это представитель алданского клуба «Мотоэкстрим» Олег Сарафанников и представитель нерюнгринского клуба экстремалов «Амикан» Николай Лыгарев. Вот уж действительно, накал страстей зашкаливал, болельщики зажимали кулаки. И надо отметить, что несмотря на расстояние в Алдан поддержать наших ребят, приехала группа болельщиков из Нерюнгри, за что им огромное спасибо. В этот день удача сопутствовала представителям клуба «Амикан». Николай Лыгарев оказался чуть быстрее своего соперника. В итоге золото в классе, с чем от души и поздравляем. Серебро у Олега Сарафанникова из Алдана, а бронза у нерюнгринца, члена команды 501 Garage Романа Курмазова. Золото в категории утилитарных и туристических снегоходов завоевал представитель клуба нерюнгринских экстремалов «Амикан» Владислав Лямин, на пятки которому наступал Дмитрий Медведев, завоевавший серебро, представитель алданского клуба «Мотоэкстрим». Бронза в данном классе тоже осталась в Алдане. В прошлом месяце мы также показали соревнования по снегоходному слалому, что проходили в городе Нерюнгри на горнолыжной базе «Горизонт». Этим мероприятием наши экстремалы отмечали День космонавтики и закрывали снегоходный сезон. 5 апреля сего года на горнолыжной базе «Горизонт» в городе Нерюнгри было решено провести снегоходный слалом и приурочить это мероприятие к предстоящему Дню космонавтики. Если для лыжников слалом так слалом, то в случае со снегоходами все обстояло по-другому. Фигурально выражаясь, с ног на голову. То есть нужно было подниматься, а непривычно для лыжников спускаться, обруливая вешки. Поддержать нас в этом мероприятии прибыли уже знакомые вам по прошлой передаче ребята из алданского клуба «Мотоэкстрим». В этот день участникам соревнования предстояло 2 этапа. Первый, как уже говорилось, это скоростной подъем в гору, так сказать, слалом на снегоходный лад, а второй – трак-рейсинг, то есть парный заезд по прямой с препятствиями в виде трамплинов. На подъем отводилось 2 попытки, и, соответственно, лучший результат шел в зачет. По завершению предстоял 2-й этап. К старту 2-го этапа в категории горных снегоходов все действо переместилось на вершину западного склона горнолыжной базы «Горизонт». Итак, совершенно новая дисциплина в республике. Трак-рейсинг. Прошу не путать со словом драг-рейсинг. Парный заезд на дистанцию около 200 метров с 2 разрывными трамплинами, приготовленными накануне специально к мероприятию. Подсчет результата опять же проходил по системе матч-рейс, то есть каждый с каждым. Пришел первым – 10 баллов, второй – 5. Александр
Александр Губанищев! Ура, аплодисменты! Лыгарев Николай, первое место! Inside of you when the sun goes down, as long as I'm gonna be around you when the sun goes down. Yeah, 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 Несомненно, одним из ярких событий прошедшего июля в жизни южноякутских экстремалов стало преодоление Нерюнгринского водохранилища на снегоходе, в ходе которого был поставлен рекорд республики и Дальнего Востока. Как это было? Смотрим. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. А вот на тренировку и подготовку был всего один день. И тот южноякутские экстремалы из команды 501 решили провести с пользой для дела. И прежде чем опробовать и понять повадки снегохода на воде, мы отправились на поиски подходящего водоема. Необходимые требования – это относительно спокойная вода и небольшое расстояние. Таким водоемом, подходящим под наши нужды, стало карьерное озеро близ поселка Беркакит. Минимум самой необходимой подготовки, а конкретно заскочевав в морду снегохода и привязав 2 автомобильные камеры, чтобы в случае неудачи техника оставалась на плаву, ребята были готовы принять новую порцию неведомых доселе ощущений. Первая попытка закончилась заплывом на 10 метров, но огромным опытом и работой над ошибками. Дальше, как говорится, больше. Следующий участник такого фееричного действа без труда добрался до противоположного берега. А это было около 100 метров. Не чита, конечно, расстоянию, которое нужно будет преодолеть завтра. Ровно на 1000 метров дальше. Но полученный опыт, будем надеяться, приведет к поставленной цели. – 18 июля. Именно на этот день было запланировано поставить дальневосточный рекорд по пересечению водной преграды на снегоходе. Бросить вызов стихии на своих снегоходах вызвались 3 участников, и все члены экстремального автомотоклуба «Амикан».
Для рекорда было достаточно пересечь водоем в его ширину, что составляло 1100 метров. Забегая вперед, скажем, что не всем это удалось. Некоторые зрители уже начали было сомневаться, что сегодня мы поставим рекорд, и что хоть кто-то доплывет до пресловутого противоположного берега. Ведь два снегохода на глазах у публики превратились в «Титаник». А стало быть, ставки возросли. Остался один снегоход, и с ним груз ответственности пилота, что если не я, то сегодня уже никто. И долго не рассусоливая, вдавив ручку акселератора, Роман Курмазов помчал бороздить водную гладь, а мы с замиранием следили и надеялись. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Вот такой был наш месяц в эфире, насыщенный на события и мероприятия. Впереди следующий месяц и новые приключения, путешествия и соревнования наших экстремалов, пропагандирующих активный экотуризм и здоровый образ жизни. Увидимся через неделю. Пока!